Здравствуйте, уважаемые зрители! Тема сегодняшнего видео – мужчина по судьбе. Кто он? Когда и где вы с ним познакомитесь? Видео актуально в любой момент на момент просмотра видео, неважно, когда вы смотрите данный видеоролик. И небольшое объявление, которое вы сейчас можете видеть на экранах. До конца февраля мы прекращаем свою работу на платформе Boosty. Поэтому, кто имеет подписку 333, кто подписан на видеорасклады, можете уже спокойно отписываться оттуда и переходить на наш телеграм-канал с подпиской 333 рубля в месяц. Можете подписаться на месяц или на несколько месяцев, там уже можете выбрать на выбор. Все ссылки находятся внизу под видео. Или на экране вы можете увидеть QR-код. Гадать мы будем сегодня на 3 колодах, которые вы видите на экране. Это первая колода Ленорман. Это вторая колода. И это третья колода. Для начала, по традиции, мы посмотрим ваш портрет, кто пришел на расклад, в каких энергиях вы находитесь. И если с вами резонирует, то продолжаем смотреть дальше. Если не резонирует, ничего писать не нужно, вы можете посмотреть другие видео на нашем канале или на канале других авторов. Сейчас расслабьтесь, думайте только о себе, и мы начинаем. Подвисшая ситуация сейчас какая-то в вашей жизни. Здесь можно сказать о каких-то переживаниях. Вы о чем-то сейчас переживаете. Также здесь состояние жертвы. Вы являетесь именно на сегодняшний день в ситуации, когда вам требуется, может быть, помощь. То, когда чувствуете себя даже «не могу», не вытяну. Здесь может касаться это семьи, отношений. Также здесь тягости из этих отношений или из семьи. И у вас определенно какая-то зарождается уже мысль по решению какой-то ситуации. Знаете, вы для себя сейчас, возможно, как я для себя начала жить, или думаете, да, как скинуть с себя какой-то определенный груз, дабы на себя осталось время или почувствовать эту жизнь в целом ее образе, а не так, что я что-то кому-то должна. Здесь человек несет и ответственности, и проблемы, решение проблем. И есть что-то, что является какие-то проблемы в подвисшей ситуации. Но вы также хотите, вы знаете, вы женщина очень красивая, ухоженная женщина. Но это женщина, которая вот разрывается на 10 частей. Конфликты могут быть из-за какой-то ситуации. В семье конфликты, в отношениях конфликты. Например, есть тут недопонимание. Вам хочется вообще все оставить и уйти. Как будто бы над вами, как будто издеваются, да, или уже высасывают последние соки. Это может быть все, и ответственности, и еще давление, то есть все вместе. Также здесь опека, забота, то есть о детях, может быть, вы заботитесь, да, тут и домашняя рутина, может быть. А вот для себя, ну так, кусочком где-то перепадает, но вы тотально здесь решили поменять что-то, открыть новый чистый лист в своей жизни, начать все по-новому. Кстати, вы здесь, возможно, и думаете по-новому. Стали думать, знаете, в какой-то степени, знаете, как это в Тибете, состояние вот этого дзена приняли. Пусть оно все идет, как оно идет, например, да, все вот эти давления или провокации или что-то еще мне совершенно по боку. Я молчу, я в танке и до свидания. Да, тут вы решаете ситуацию именно уже раньше, может быть, вы выводились на конфликт, эмоционировали. Вот сейчас вы вот пустили, ну да, обозвали вас, ну да, такая, и что? И что? Вот тут есть такой пофигизм. Это не говорит о том, что вы на себя плюнули. Здесь вы не реагируете на провокации со стороны окружающих. Это может даже и близкий человек провоцировать, выводить вас на какие-то эмоции. Но вам совершенно сейчас по боку, на него, на его провокации. Вы думаете о детях, вы заботящаяся мама, или вы человек ответственный, здесь можно еще сказать. Не будь дети у вас, но вы тот человек, который взялся за что-то, делает.
То есть имейте ответственность. Также здесь человек, который любит детей или хотел бы детей, тоже может быть. Детей хочу. Также здесь еще идет речь о том, что вы собираетесь, намереваетесь куда-то уходить, уйти. Именно, да, собрать котомки и уйти в новую жизнь. Вы не дадите себя, вы не хотите, чтобы вас обесценивали. Вы ищете решение этой ситуации. Как это можно разрешить эту ситуацию? Да, здесь люди семейные смотрят. Но я вам скажу так, что вы не потеряли надежды любить. Вы не потеряли надежду кого-то еще встретить. Есть вас. Вы вообще человек, я вам скажу, очень вы чувственная. Бывает, что-то даже близко воспринимаете к сердцу. Даже позволяете, или позволяли, скорее всего, в прошлом, да, так скажем, вытирать об себя ноги, да, пользоваться вашей добротой, вашим доверием. Но здесь уже подумываете, что так дело не пойдет. Против меня же это все потом оборачивается. Потом я это все разгребаю из-за своей вот этой доброты, наивности. Также вы, когда были молоды, были наивны. Сейчас, может быть, вы уже прорабатываете в своей голове, что я делала не так, что я позволяла, а не стоило бы. Вы научились сейчас защищать свои границы. Вы научились показывать этот средний палец молча, без всяких конфликтов. Но вас кто-то здесь реально щемит, выводит на эти конфликты, пытается вас укусить как-то, подколоть, может быть, да, или вот может быть психологическая травля со стороны кого-то на вас. Но вы уже не-не-не. Стоп. Да, тут уже перегибаешь палку. До свидания. И дверь закрывайте прямо перед носом. Да. Ваша мягкость в какой-то степени и мягкость, и вот эта ситуация пофигизма по дураку очень, знаете, хорошая комбинация. Вы добра и мягка, но вы так молча закроете дверь. Да, вот человек хочет с вами, может быть, вывести вас на эмоции, а вы раз так тихо, пока, улыбаясь. Вот, знаете, это очень даже больнее, скорее всего, получить человеку такое, нежели когда бы вы кричали, изводились там на любой ситуации, ревность, будь еще что-то, без всяких выяснений. И здесь вы, я бы сказала, опустошили свой круг. Здесь вот как будто бы уже мало друзей в моей... Да, сколько у меня раньше было друзей, сейчас здесь может быть даже круг ваш опустошен. Но просто вы отошли в сторону от тех людей, которые, в принципе, не несут пользы или несут вред. Да? Вы отошли в сторону или ушли вообще по-французски. Или как там... Вы человек адекватный, да, воспринимаете вот именно, как должна быть эта семья, да, что должно быть присутствовать. Вы это все четко понимаете. Но у вас кто-то рядом может находиться с вами, кто вас именно выводит на эмоции, дабы вы тоже стали вот таким же психом. Вот. Есть, может, даже у человека какое-то психологическое расстройство, да, и вот вы тоже должны стать такой вот, как он считает, да. Ну, он это не специально, но вот просто с этим человеком продолжая дальше, вот вы тоже будете превращаться вот в такого психа. Но вы тут, понимаете, включаете голову, вы понимаете, что нет, я до такого опускаться уровня, вам язык показывают, а вы не будете язык показывать, вы двери закройте просто и все, дабы этого языка не видеть. Вот. А дальше человек остался со стеной, с дверью. Или в дверях. Вот и все, вот и все. Умеете вы и показать свой характер, умеете отставить, на самом деле, границы тем самым. Сейчас это проработано, именно сейчас. Но на ошибках, да. А мы все на ошибках учимся, поэтому за это переживать вам вообще не стоит. Что вы сделали не так, что сделано, то сделано. Если бы не было бы этого сделано, да, и дальше бы не было проработки, вот о чем вы подумали, так, теперь я буду границы выстраивать, так дальше было мали эти, понимаете, ребра.
У вас, кстати, сразу, вот мы еще не открывали дальше, тут уже какой-то мужчина. Какой-то мужчина намечается с чувствами. Но это и пара. Вот, да, сразу говорю, парный вам. Кубковый. Вы кубковый, он кубковый. Но здесь я не беру в роль масти. Нет, рак, скорпион, рыбы. Нет. Здесь есть вот как раз-таки та гармония, общие интересы. Те самые, которые сближают людей. Если все проигрывает, давайте смотреть дальше. Мужчина по судьбе. Кто он? Когда и где вы с ним познакомитесь? Сейчас думайте только о себе, никого не загадывайте. Только о себе. Сразу выходит мужчина. Мужчина моложе. И мужчина несет какой-то подарок. У меня почему-то цветы сюда идет. С цветами заявится. Или с подарком. Даже может быть и с предложением. Также могут быть какая-то информация, новости. Или он вам расскажет то, чего вы не знали раньше. Четверка, пятерка. Четверка, пятерка. Могут быть даты вашего знакомства 4-5 числа. Или будете договариваться, мешкаться в 4 или в 5 по времени. Дата рождения может быть. Ваша там 4 или 5 и у него тоже. Или 4 или 5. 4-5. Здесь показывают конкретно уже вас, хождение неподалеку, то есть человек уже есть в вашем окружении. Вы можете даже быть уже знакомы с этим человеком. Но он держит к вам, знаете, интерес и... Как женщина, вот вы такая нравитесь физически сильно. Ну-ка, дальше. А вот что самое интересное. Мы спрашиваем, да, вот мужчина по судьбе, кто он? Здесь не обязательно, что он. Здесь показывают окружение вас 2 мужчин. У меня такое чувство проигрывается, что через этого, который моложе, вы с ним что-то, да, может быть, общаться будете, может быть, начнете встречаться или вместе куда-то ходить. Вот через него-то вы познакомитесь с другим мужчиной. Какая здесь Санта-Барбара? Через него вы познакомитесь с мужчиной. Далеко ходить не надо. Но вы знаете, у того мужчины, который моложе, будет к вам пристально физический интерес. Вы его возбуждаете физически. Но вы здесь вот будете в какой-то степени в такой меланхолии находиться. Знаете, не воспринимать серьезно его какие-то намерения. Но намерения будут в ваш адрес. Но такие они намерения. Подарки, цветочки. Или сходим в кино вместе. Да. Но вы знаете, что самое интересное, что близости-то нету. Этой физической. И вы через него, через помоложе, который познакомитесь с другим мужчиной. Мужчина, целенаправленный такой, прям будет к вам идти с напором, с целью познакомиться или же именно что-то серьезно. Здесь король. Серьезно. А он будет, кстати, это могут быть и друзья, они между собой, или знакомые они, или ну вот какая-то связь между ними есть. И то самое интересное, вот этот мужчина, он будет вас добиваться. И каким-то образом отвадить вас от того, который помоложе. Или перебивать его чем-то. Тот с цветами
10 розочек, не 10 розочек, 9 розочек. У нас же нечетное, да, количество. 9 розочек. А этот, например, вам букет лилий, да, где там 1000 лилий. Опять 999, скажем так. То есть здесь вот какая-то идет конкуренция, борьба, ревность. Тоже присутствует, он будет ревновать, он будет добиваться. Так. Далее идет дороги. Здесь человек будет к вам приезжать почаще, пытаться вас как-то удержать, брать с собой. Вот, знаете, приехал, забрал ее с собой. Интересно. Покорите своей внешностью, покорите не только внешностью, но и своим фи. Когда вы можете сказать нет. И здесь какая-то есть такая еще у вас определенность, такая какая-то конкретика. Ему это нравится, что вы не пятиминутные отношения, а вы такая конкретная, серьезная дама. Вот этим вы будете привлекать мужчину. Плюс ваша внешность, ваша харизма. Приятная вы очень. Горячая в то же время, активная, неунывающая женщина. Он видит в вас границу, вот это веселая, оптимистичная. Вот это очень сильно притягивает мужчину. Когда вы в оптимизме такая, не боитесь потерять, не боитесь ничего. Ну, все трудности, они не трудности. Вы знаете, вот какой-то такой посыл идет от вас. Но мужчины таких любят женщин. Не те, которые сгорбленные, унывающие, с бровки домиком, а вот именно такие с оптимизмом. Вот вас вот это вот очень сильно притянет. Здесь идут какие-то разговоры, здесь чувство притяжения, здесь чувство построения. Здесь, кстати, намечается, может, даже быстрое соединение вас. Это совместное проживание. Это переезд к нему на его территорию. Это обустраивание быта, жилья, давай вместе. Вот знаете, вот такой вот прям посыл. И здесь вот человек чувствует то, что это вы его. Также здесь человек в вас чувствует, что вы очень сильно ему подходите. И что вы даете чувства, вы умеете любить. Здесь, вот знаете, вам как совет не стоит сразу вот это вот. Я тебе борщей наварю, тормозочков там, да, там, вот, выстираю тебе все. Вот это не надо сюда. Это не для него. Иначе просто потом будете локти кусать. Вот тут именно нужно показывать вот это вот не всегда. Не включать эту холодную, да, королеву там и так далее, надменную. Здесь нужно иногда показывать, знаете, свое такое отношение, когда вы в нем... времени у вас нету, к сожалению, сегодня на него. Вы заняты. Вот какое-то некое отчуждение, а потом опять вот эту энергию, да, когда вы на него настроены. Вот такое. И тогда ваши отношения именно будут, здесь везде этот знак, тогда ваши отношения будут здоровыми, тогда ваши отношения будут притяжливыми, да, когда больше хочется к вам бежать. А когда вы вся открытая книга, все с вами ясно, уже здесь вот как будто бы... Это мужчина, вот сразу говорю, завоеватель. Он будет добиваться, а вы всегда будете загадкой. И всегда будет добиваться. А когда эта загадка откроется, он расслабит ручки и будет смотреть в другую сторону. Хотя, в принципе, он любит к себе внимание женщин. Но он не любит легко доступных или открытых книг. Все с ней уже мне ясно. Но это и принцип вообще всех мужчин. Не только его конкретно. Мужчина должен
добиваться, иначе он расслабит булки и будет лежачим котом, вымазанная его морда в сметане. Вот так вот. Но здесь сразу говорю, когда начнутся отношения, здесь каким-то образом, знаете, всплыли, где вы были раньше, когда я была одна, когда у меня сердце болело, когда я переживала за любовь, никого не было, но как у меня появляются отношения, каким-то образом появляются сразу же поклонники, внимание со стороны, все такие вот, знаете, готовы во всем помочь. Да, тут показывают именно, когда какие-то проблемы вы решали, вот сломя голову, вы сама, никто не в помощь. А как вы показали свою фи, да, как вы в какой-то степени загордитесь этими отношениями, будет такая гордость за себя, будет такое еще чувство, вам хочется кому-то показать, что вы не одна, что вы в отношениях. Вам будет это приятно. Да, может быть, даже показать, что вам кто-то подарил цветы, подарил подарок, то есть, что вы кому-то нужны. А здесь этого вот как раз не нужно. Здесь вот как будто бы кто-то ополчается против вас, наоборот. И знаете, что самое интересное? Всплывают змеи, именно зависть, да. И здесь всплывает змея, именно это касаемо из его жизни. То есть его бывшая женщина начнет вот как-то, когда вы начнете это все проявлять, свое счастье на публику, начнет как-то пытаться вставлять вам палки в колеса. Здесь она хочет доказать себя важной, что-то выиграть хочет, перед кем непонятно, наверное, перед ним и перед вами, что она, только она. Здесь есть какая-то эгоцентричность и нарциссизм. Нарцисс, женщина-нарцисс. Да, здесь счастье любит тишину. Здесь сразу говорю еще, что мужчина будет вкладываться до той поры, мужчина действовать будет до той поры, пока вы загадочны. Когда вы имеете свои секретики, имеете свои дела, да, вот такое вот оно. Но здесь показывает, что человек полностью вами поглощен. Вот это вот очень сильно, вот это ваша загадка, загадочность очень сильно его манит. И здесь показывает, что вы будете руководить ситуацией. Процесс, да, то есть денежные процессы могут проходить через вас. Вот такая фраза есть. Так, только через мой труп. Вот тут вот что-то идет через вас, да, то есть, скорее всего, здесь уважение. Он вас будет уважать. Не дайте себя, вот правда, об себя вытирать ноги, быть наивной и всю, как говорится, раскрывать мужику сразу. Иначе перестанет уважать. Но это, в принципе, и такой принцип в общей психологии. Когда женщина уже все раскрыта, я ей говорю, книга-то уже начинается. Ведите себя легко и непредсказуемо, да, что вас не прочитать, ваши замыслы, идеи, что вы собираетесь делать. Мужчина вот будет, кстати, здесь вот показывает, что тут прям горячую постель вижу, очень горячий, темпераментный, но сразу, да, он любит внимание к себе со стороны, но вы его знаете чем? Вот своей вот этой загадочностью или какими-то вот именно... Даже вам хочется полезть на шею и обнять, вот тут по ручкам себя бейте просто и говорите себе так. Создай ситуацию, что тебе куда-то надо. И правда куда-то вам надо, и правда еще попутно вы выполните то, что вам надо. Не отказывайтесь от своих хобби, от своих увлечений, потому что тут, знаете, в какой-то степени, опять-таки, может повториться какой-то прошлый сценарий. Позволять, выставить свои границы сразу, что вам нравится, что не нравится. Или к чему вы готовы, к чему нет. Выставить свои границы. Это тот еще мужчина, который учится, тоже постоянно учится в процессе и хорошо усваивает. Здесь еще показывают рождение, может быть, детей.
Также здесь показывает, что у вас дети есть, и этот мужчина рядом. Здесь посыл такой защиты. Я вас защищу, я обеспечу, ты можешь за это не переживать. То есть мужчина будет вам это проецировать, возможно, даже действиями. Не словами, не мечами, да. Меч — это воздух, а действиями, дела делать. Да, он купил постель детям, сразу же, например, комнату для них, все прям, да, вот все обеспечил наперед. То есть вот так вот это проявляется. Когда он дела делает, а не то, что мы купим, сделаем комнату там детям, и все это только в словах. Нет, тут действия. Тут может быть опека, забота о вас и о детях ваших. Но здесь также и может быть, что у кого, кто в детородном возрасте, ну, также может так быть, что у вас есть ребенок, и он еще, да, не то, что он захочет, у вас родится ребенок. Тут на самом деле вашу жизнь, когда показывают, люди будут какие-то с его стороны заинтересованные, а как вы там, а кто вы, вот узнавать вас. С вашей стороны тоже здесь есть заинтересованные люди вашей личной жизнью. То есть или им интересно фоточки посмотреть, что вы там новенького выложите. Да, то есть какой-то сразу у всех возникает интерес к вашей личной жизни. Ну как же без этого? Бывшие тут сразу возникают, всем интересно, с кем вы спите. Тут, кстати, может быть проявление, отголоски от бывшего. Причем, знаете, даже вам кажется, что как будто бы человек, что ли, поменялся, или он подлизывается, дабы все испортить, или же он ко мне подлизывается, потому что понял что-то. Нет, человек здесь ничего не понял. Здесь какая-то, может быть, потайная хитрость, дабы дьявол в конце все забирает, да, и обманывает. И в итоге здесь есть обман, здесь есть какая-то подоплека, но в то же время здесь есть и манипуляции вашим сознанием. Ни в коем случае вам подпускать бывших не надо, не стоит. Оно себя не стоит. Здесь вы куда-то с человеком отправляетесь, может быть, путешествовать. Но здесь какие-то испытывать будете в путешествиях, в дорогах эмоции. Приятные эмоции. Знаете, тут такое чувство, как будто бы вы почувствуете себя девчонкой, молодая девчонка. Здесь вот какие-то такие энергии идут, когда хочется что-нибудь на дискотеку сходить, позажигать, там, не знаю, может быть, да, вот какое-то такое, какая-то в вас вот играет здесь такая детские эмоции, но приятные эмоции. Побеситься, да, пошвыряться подушками, пошутить. Здесь вот показывает та энергия, которая будет с вас вот это идти, детская или какая, вот в тот момент бывший плачет, бывший, вы знаете, сожалеет. Ну, уже поздно. Третьим лишним вы не хотите быть, или вы не хотите быть в отношениях, которые... И вы это понимаете четко, и вы от этого уходите еще в новые отношения. Вы не хотите, чтобы вас тиранили. Вот так вот. Чтобы был над вами тиран. Вы этого не допустите уже. Здесь, знаете, с мужчиной вот есть такое мудрость. Обретайте свою... Вот именно вот эта женская психология, мудрость. Многое, что в жизни осознаете по женщине, как женщина, что должна, что не должна. Именно не по закону мыть кастрюли, а именно как она должна себя вести так, чтобы быть счастливой. Вот в это вы будете просто или увлечены этим, может быть, это даже превратится в ваше хобби, психология. Или вот просто это будет вам интересно.
вы будете с этим человеком учиться и учиться этой жизни. И на что-то будут реально открываться глаза, то, о чем вы могли не знать в прошлых отношениях. И вы еще кого-то будете учить. Но у вас здесь интуиция начинает. Вот знаете, раньше подавали сигнал, а вы не слышали, все равно по-своему. Нет, я так все-таки сделаю. А здесь вот как будто сердце чувствует, что вот так делать, а что нет. Знаете, на каком-то таком тонком идет. Тонко будете чувствовать. А сейчас я приготовлю еду, а вот завтра не буду. Или, знаете, какие-то такие уловки, но это вот как раз вас эти уловки сближают с этим человеком. Здесь идет уважение. Вы будете мужчину уважать. Вот сама лично у вас будет желание, не то что желание, вы будете уважать этого мужчину сама, от себя. Кстати, будете оглядываться тоже назад на прошлое. Как я допускала вот то. Но у вас есть вот с чем сравнить все же. Это будет другой человек. Вам даже, может быть, казалось, что все сволочи, а тут мнение поменяется у вас. Или все изменщики, все бабники, или все нарциссы, все использовать за что-то, за деньги, за все. Нет, здесь именно мужчина вам покажет другую сторону медали, мужской психологии. Но это не глупый человек, сразу говорю, он тоже чему-то обучается. Причем он постоянно в каком-то обучении. Человек, который не стоит на месте, человек может быть очень даже глубоким. Даже у него может быть талант. Он не психолог, но вот есть у него к этому, например, склонность, талант быть психологом. Не обязательно психология, здесь что угодно может быть, но есть. А вы тоже непростая. Вы тут ведьмочка. И, скорее всего, та женщина, что кто делал вам больно, безнаказанным не остался. И вы, может быть, воочию видели в жизни, когда люди вам пакостили, подружки, друзья, отношения и что угодно. А потом люди за это страдали, получали ответочку. Нельзя вас обижать. Знаете, в рот тоже заглядывать мужчине не надо. Здесь может тот быть случай, да, что вся хочу ему отдаться. Я ему полностью верю и доверяю. Вот это сразу снимет потом уже позже, может снять с вас эти розовые очки. Тут не говорит о том, что он какой-то сволочной. Как вы себя поставите, так и будут к вам относиться, сюда хочется сказать. И вот когда вы именно примете ту позицию, хочу обнять, но придержу свои ручки. Или хочу каждый день стараться ему готовить, все это делать. Тоже, сегодня завтра. Завтра поленилась, поленилась даже. Хотя хотела, руки чесали, что-то приготовить. Поленилась, отдохнуть решила, устала, расслаблюсь. Вы знаете, вот в таком духе себя вести. Кнут и пряник. Вот тогда отношения ваши будут хоть до старости. Непредсказуемость ваша. Когда? Опять пятерки показывают. 5. Что-то связано с 5, с 5. 5, 4. Даже, может, 4 месяца, 5 месяцев. 4-5 месяцев. Они так около цифры стоят. 4-5. Первое 4, а потом 5. Здесь, кстати, переписки еще вижу. Общение. Много будете переписываться, что-то друг другу посылать. Причем такое приятное. Может быть, картинки, видео какие-то. Но именно приятное. Здесь, кстати, попахивает еще и чем-то даже, знаете, пофлиртовать. Вот хочется с ним даже. То есть, когда вы уже его знаете, этого человека, вот тут такие будут ваша вот эта женская энергия и его мужская энергия.
Понимаете, да? Какие-нибудь шуточки именно такого вульгарного характера могут быть. Ну так, между собой. Вы же это не на люди, вы никуда вытаскивать, да? Это вот ваши какие-то там штучки-дрючки. Поэтому что-то тут такое есть. Будете, в общем, разжигать огонечек, костер в мужчине, а мужчина в вас. Он тоже умеет поддержать эту тему, пошутить. Это же не на первом свидании вы тут начинаете флиртовать, всякие пошлости, да, шуточки с пошлостями. Нет, это говорит о том, когда вы уже друг друга знаете. Также здесь переходят даты, я говорю, 4-5 это... Но здесь у кого-то может проиграться, что 4-5 лет, да, но скорее даже здесь может быть и по месяцам. По месяцам. Но где-то, говорю, сразу в окружении уже он есть в пространстве. Или вы еще пока не замечаете, вот у вас есть дружок, а у него друг. Вы, может, и знаете его, но вы не понимали, да, что вы с ним когда-то будете рядом, что вы будете с ним. Да, вот просто, ну, друг у него и друг, там, Васька, Колька, да, там, у вашего друга. То есть вы не знали, что вы будете с тем когда-то. Нет. То есть здесь даже и мысли об этом нет. Вот. Кстати, здесь могут быть и воспоминания такие какие-то. Я тебя видел, но я как-то, или я тебя видела, но ни о чем серьезном я не думала, да. Вы знаете, мужчина, вот что интересно, в ваших глазах это мужчина. Здесь идет, когда вы цените человека, и здесь показывает мужчина, который может сам взять на себя вот роль этого мужчины, позаботиться о женщине, позаботиться о том, что она больна, ну и что не накрашена, она болеет, да, есть такое понимание, а не то, что ты развалилась, лежишь, хоть бы накрасилась или себя привела в порядок, да, такого тут именно он понимает, он умеет войти в ситуацию. И человеку тоже, вот когда вам больно, ему внутри тоже больно. Или ваши переживания – это его переживания. Человек, кстати, тут показывает, что берет на себя инициативу какую-то. Тут финансовая тоже. В первую очередь, скорее, финансово. Мужчина будет обеспечивать. Но вы тоже, девочки, не расслабляйте булочки. Имейте свои увлечения, хобби, даже и бизнес свой, неважно. Вам это в любом случае, при любых обстоятельствах, богатый с вами, щедрый, какой угодно, имейте свое. Плюс, это во всем плюс. Это и подушка безопасности, это и ваше развитие, это и продвижение вас вперед как личности, это и уважение к вам со стороны не только окружающих, но и самого мужчины. Больше ценят. Но и в то же время давайте ему вкладываться, а не так, что 50 на 50, или я сама заплачу, вот это сюда. Нет, вы ему тем самым, когда вы такая, вы даже можете и зарабатывать, иметь на счету много, но не нужно ему об этом говорить, держите это в тайне. Да, вот вы получаете 1 000 000, да, скажите, что вы получаете 20 000. Например, да, там, вот. Так, это мое хобби, мое увлечение, вот этот вот мой бизнес, да, все. Но здесь вот именно вы тем самым даете стимул ему вкладываться в вас. А когда мужчина вкладывается в женщину, ему очень сложно, практически невозможно ее потерять. Так, что еще? Что еще? Но тут вот, знаете, я и говорю, можете и до старости с человеком остаться вместе. Есть скрепление узов. То есть растете оба два. И в правильном направлении оба два. Скорее всего, вы вот будете той шеей, которая будет ту самую голову. Он голова, вы шея. Поворачивать туда, куда нужно вам, но очень так, вы знаете, непосредственно мягко, как это делает настоящая женщина. Вот здесь у вас именно вот это вот. Вы и так уже понимаете суть происходящего. Но дальше больше, я вам говорю. Дальше больше.
Здесь даже вот, что самое интересное, у вас как третий глаз открывается. Вы реально какая-то ведьмочка или непростая женщина. Здесь не только интуиция, даже сны вы можете видеть. Пророчащие сны. Подсказки начните слышать. Так воочию, прям в лоб. Все, что будет в вашей жизни происходить, оно будет происходить таким образом, как будто бы вам о чем-то подсказывать. И вы будете понимать, о чем мне эта подсказка пришла. Да, это через людей, через ситуации, через людей, да, межличностно. Вот что-то произошло на работе, пусть там еще где-то в толпе что-то услышали и так далее. Вы будете понимать, к чему это все говорят, ведет вас и так далее. Но с отшельником в любом случае, да, это человек, который еще, сразу говорю, иногда тут нужно время, да, именно выдох давать друг от друга. Это отшельник. Он иногда любит побыть не с кем-то, не с бабой какой-то, в одиночестве. Просто если вы полностью всегда будете маячить на его глазах, здесь отношения могут именно поугаснуть. Пыл. А вам, если хочется поддерживать этот пыл, вам нужно иногда просто заниматься своими делами. Именно, а лучше любимыми делами, а не просто потому что надо и так далее. А можно и потому что надо, и потому что любимые. Да, вот куда-то вот именно по своим делам пропадать. Но это не говорится постоянно и надолго. Нет, тут именно, да, когда человек по вам скучает. Когда вы дали чего-то интересненького и раз, так все, к подружкам и так далее. Тут показывает женщина, сразу говорю, вас, которая, знаете, раньше боялась, может быть, спросить денежку у мужа на новое платье, на косметику или косметичку. А вот сейчас вы, ну, тут настоящая женщина, та, которая может заявить, мне необходимо, мне надо, и у меня это есть. Вот даже не то, что вы будете просить, здесь не только не говорит о том, что косметичку, у кого-то может быть машина и какие-то еще важные дела, там, да, ресурс, вклад, инвестиции, еще что-то, ваше будущее, вашу пенсию и какие-то всякие. У всех оно по-разному, да, но здесь, когда это происходит на должном уровне, когда мужчина женщине сам предоставляет, и она себе не отказывает это взять. Может быть, вы раньше испытывали стыд взять у мужчины, попросить деньги? Как-то было стрёмненько, и было такое, я сама лучше заработаю, сама себе куплю. Да, а вот он даст, ну даст, тогда даст, не даст, так не даст. Вот какое-то такое. А сейчас нет, вы понимаете и вы принимаете, что на уровне должного, да. А почему нет? Взяла, так и не стесняюсь. Без спасибо даже, да, вот. То есть я тоже вкладываюсь в отношения. Вот я есть в своей жизни, да, то есть свечу, помогаю тебе, чувствуешь себя со мной мужчиной, то есть получаешь эту энергию, так тоже ее отдавай. То есть принимайте как в некой степени должное. Тут и что самое интересное, здесь разговоры могут о вас какие-то быть. Это опять бывший, тут всплывает бывший, он начинает, вот знаете, тут вот какая-то, после вашего ухода, неважно, что было там, тирания, треугольники и так далее, вы из этого вышли. Да, я пас, третьим не буду. Но этот человек, бывший ваш, именно почему-то сюда влез, уже 2 раза влазит, когда ну, не хочет спокойно давать жить.
да, когда что-то внутри мучает. И это человек, который привык к каким-то, может быть, треугольникам или сплетням, или вот таким вот вещичкам, как баба языком потрепаться. И здесь не то, что он даже в вашу жизнь будет лезть, но о вашей жизни, возможно, с кем-то говорить, высмеивать. А почему это будет происходить? Потому что вы можете даже это увидеть воочию, что он вас или клеветает, или услышать, да, или что он зуб точит. С одной стороны, вам наплевать, с другой стороны, да, неприятно. И это нутро такое. И отпустите его с этим нутром, да, пусть оно его и пожирает. Вы можете стать обращать на это внимание. Но человек будет за вами, вот этот бывший, следить. Здесь какая-то неустроенная жизнь. Причем это такой тип, здесь пахнет эгоцентрикой. Не вы, так другая, да, там, например, любовница. Остался он с любовницей. Дальше вот между ними заводится еще одна. То есть без третьего никак. Нужна еще жертва, потому что человек, возможно, или может привык к треугольникам, да, и для него еще надо кого-то, чтобы вот как-то растрясти вот эту кровь, да, разжечь вот этот огонь, потому что без огня не живется. Хочется вот как на вулкане этих испанских страстей. И вот тут вот как раз-таки человек, вы-то не достались, вы-то ушли еще и счастливы. Не-не-не. И вот человек начинает красноязычить на стороне, да, что вы такая-сякая. Тут слышатся отголоски. Потому что у вас получается, а у него или не получается найти замену вам. Тоже. Что у нас еще здесь? Сразу говорю, что человек в вашей жизни появится при таких обстоятельствах, когда вы будете задавать какой-то вопрос, который вас волнует, или это может даже касаться помощи. Например, вы будете кого-то о чем-то спрашивать, друга своего. Слушай, помоги, у меня там машина сломалась, там тра-та-та. А мужчина скажет вам, слушай, у меня тут друг, он вот этим занимается, или он вот при каких-то таких обстоятельствах это может произойти. Но здесь сразу же еще раз вам напоминаю о том, что ваше знакомство будет проходить через тех, кого вы знаете. Но вы скорее и этого даже своего будущего мужчину, вы уже его знаете. Заочно вы его знаете. Или там видела у своего друга этого друга его, ну, вашего друга. Вы видели, ну, как-то так мельком, да. А вот оказался это тот ваш мужчина. Здесь может даже ситуация о помощи или о совете каком-то идти речь. Здесь еще показывает, что вот этот вот, который друг ваш или кто, или помоложе кто-то, да, через кого вы познакомитесь со своим настоящим, он вот будет вот как-то пытаться к вам именно залезть в душу, и здесь обман есть, да, именно воспользоваться чем-то, что является вашим личным. Это постель скорее. Да, к вам в постельку пробраться. Но вы здесь нет. Вы здесь в позе такой встанете. Мне это не надо, но помощь от тебя мне не помешает. Когда ты мне пригодишься, а не для того, чтобы с тобой, да, там, сотрясать одеяло. Здесь новая история. Кстати, еще интересно, что вы уже не будете работать. После встречи с этим мужчиной вы уже или вообще бросаете работать, или меняете свое направление. Направление в бизнесе. Занималась цветами, сейчас ателье открою, например. Что-то вот именно меняется. Также здесь есть, когда вы покидаете работу. Вы работали в коллективе в каком-то, вы покидаете, уходите. Здесь кто-то, знаете, такой ваше же, я говорю, ваш какой-то дар, вы точно какая-то вот
Или ведьмочка, или таролог тоже может быть, да, мой коллега. Вы можете именно деятельность вашу вести, что связано с эзотерикой. Нумерология. Или знахарство. У кого-то здесь, сразу говорю, у вас будет работа через дом. Ой, через дом. Через интернет. С дома. Из дома работа. То есть, как здесь я вижу, вы испытываете и эмоции какие-то, да, такие приятные к вашей деятельности. Скорее работа будет на дому. Может, работали где-то физически, куда-то ездить надо было, да, вот двигаться куда-то, выходить из дома. А здесь именно это будет и увлечением, и работой тоже может быть. Но может быть даже начинается это с увлечения какого-то. Но вот мужчина здесь, вот знаете, вам развяжет руки в чем-то. Вы там должны были работать, ходить на нелюбимые. А здесь вы вот будете, что хочу, то делаю. Знаете, может быть, даже свободное время найдется. Также здесь может идти речь о кто-то, вы знаете, как он хочет ребенка, а вы нет. Вы вот в упор. Не, мне хватит, у меня уже 2. И не хочу пугать, ну, для кого-то может это и не пугать, да, кесарево. Кесарево сечение это не есть пугание. То есть здесь в большинстве случаев у кого-то может быть такое, что при беременности кесарево сечение. Так. Но кто-то уже имеет детей, то есть ему это не надо. Здесь обоюдное желание каждого. То есть человек слушает тоже ваше желание. Не хотите, не хотите, пожалуйста. То есть обид нет, да. Тут главное, что оба рядом. Человек, кстати, такой идет, я бы сказала, сильно у него руки, голова работает. Человек, кстати, может и делать не только умственную работу, но вот человек еще и что-то умеет не создавать. Здесь нет такого таланта, да, в плане там, поэт, писатель, нет. Здесь такая личность, сильные руки, и человек может что-то делать руками. Реконструкцию может быть. Руки тем местом вставлены. Оправить что-то. Или смастерить. Кстати, вам будут нравиться его руки. Меня указывают очень сильно яро на руки, сильные они. Женщинам это вот нравится. Не пианиста, а вот такие сильные руки. Может, мозоли быть. Что самое интересное, да, раньше вот вы смотрели на него, может, и видели где-то, замечали его, но как-то не придавали значения. Вот когда вы будете с ним вместе, вы бы в жизни, может, даже и не посмотрели на него, да? Но когда вы будете вместе, вы будете находить в нем вот этого красоту, всматриваться и думать, боже, какой он красивый. А вот так бы вы где-то бы, ну никакой себе, да, лицо кирпичом. А вот тут именно, когда вы присмотритесь и увидите в нем красоту. Ой, как вас, я вам говорю сразу, вас будут обсуждать. Без этого вы не обойдетесь. Будут обсуждения в обществе о вас, о вашей паре. Но не давайте людям спуска. Люди, сами понимаете, какие. Знают все наперед, нежели вы сами, понимаете. И лучше вас знают, нежели вы себя. Поэтому будьте осторожны. Тут и зависть может быть. Человек, мужчина верный идет. Здесь, кстати, вот знаете, сразу говорю, здесь вы даже прошлое вспоминать не будете. Прошлое само будет как-то в вашу жизнь ворошиться, потому что там где-то неспокойно. Но вы здесь крест поставите. Здесь вы можете просто даже человека из прошлого заблокировать. Удалить, поменять номер, да. То есть
Но здесь вот вы принимаете какую-то верность. И здесь не только верность, здесь еще опора идет, когда вы можете понадеяться на человека, на мужчину. Сильный, сразу говорю, руки сильные. Но это уже вам решать, выходить замуж или нет. Здесь идет венец, колечко, ЗАГСы. Если вы, я так, от себя, если от меня хотите совет, да, личный, если вы еще молода, поживите так. Да, время покажет, года покажут. То есть, если вы уже в возрасте, но опять-таки, да, бежать под венец, как бежать под венец? Просто оформить бумаги. Но опять-таки вы себе сами в какой-то степени уже создаете ситуацию, а вдруг небезопасности может. Это субъективно, пусть будет мое мнение, но опять-таки у каждого свое. Вы с этим не согласны, не согласны, да, это вам решать. Здесь именно, да, идет колечко, но опять-таки не надевайте розовых очков, думайте трезво, взвешивайте трезво, смотрите на дела, на поступки, а не на слова. Предупрежден, значит вооружен. Вот как раз-таки, когда вы такая недоступная, вот всегда вас хочется, а когда уже может, да, быть такое, что под венец может Луна остыть, и могут у вас какие-то сомнения закрасться. Но вот с одной стороны красивая карта, с другой стороны, да, зная сегодняшние причины вообще этих замужеств и всего, это вопрос такой сложный. На первых свиданиях все хороши, поверьте. Все золотки, все прям идеальные. От всех прям, вот знаете, этим пушком белым, мягким, теплым пахнет. Но вот здесь лучше иметь страховку. Да, не бежать вперед паровоза. Жить, пожалуйста, живите гражданским браком. Вместе живите. Да, то есть оно того не требует бумаг и доказательств. А поверьте, одной мужчина, если захочет уйти, он уйдет. То есть держать его этим не привяжешь. Поэтому это только вам может создать проблемы. Вот. Поэтому лучше здесь поддерживать тот самый огонь, как раз таки. Но кольцо не указывает сразу. Это будет предложение. Будет от него предложение пойти в ЗАГС, расписаться. Также здесь может кольцо говорить о том, когда все по-серьезному начинается. Переехали, быт, да, совместный, там, живете вместе. Вот такое вот. А не то, чтобы на одну ночь переспать и забыть, кто ты была и твое имя. Нет. Здесь о серьезности идет. Вот. Кстати, мужчина в вашу сторону прям вот уже скачет, да, скорее всего, может быть, даже быстро, скоро. 4-5. Подумать, что такое. Может, через 4-5 дней или через 4-5 недель. Ну, может, и месяцев, но опять-таки месяца, знаете, как летят. Быстро. Вы себя, опять-таки говорю, что здесь чувствуете ценный, когда мужчина именно ценит вас. Вы себя чувствуете женщиной, расцветаете. Вот сама вы выходите, солнышко, ярко. Вы, кстати, знаете, вы даже если и будете от людей скрывать, но люди просекут, да, потому что от вас будет вот эта энергия, озарение вот этого, что вы счастливы, что вы вот какая-то такая загадочная, улыбчивая, вот такая вот, значит, влюбилась. Даже не рассказывая людям, люди по вас это увидят. Но в личные подробности лучше никого не посвящать. Это ваша личная жизнь. А чужим там не место. Да, держите это в секрете. Что вы счастливы, что вы купили, что вы приобрели, где вы живете, на что и так далее. Вот. Для вас же это будет и стабильнее. Прикрывайте это. Так, приятные известия будут. Приятные птички поведают вам о чем-то грустном. Смотрите, приятные известия, но о чем-то грустном. Да, взгрустнется вам. Но опять-таки, это не говорит о том, что это что-то серьезное. Просто
может, знаете, например, так, сейчас я опять, это бывший. Ой, вот вам близко к сердцу брать бывшего. Смотрите, человек вас вот как бы порадует вас, вам приятно, но неприятно. Вы-то уже в отношениях будете, но будет именно такое, что вот он вас подзадеть именно какой-то новостью. Может, я женился, я счастлив и так далее. Да, неприятно, но с другой стороны уже и пофиг. Какая-то такая ситуация. Но опять, я говорю, бывший будет всплывать, вот что-то доказывать свою, вот эту вот силу свою, что он такой, как вам сказать, лидер. А здесь, кстати, может и вранье. Вам не интересно по косе, иди нафиг, да, или отстань от меня. Но здесь что-то наоборот, здесь ложь, я и говорю. Здесь что-то наоборот в его жизни разрушается. Вы здесь, знаете, вот самомнение у вас о себе очень сильно вырастет. Вам не интересно будет, как он поживает. Вам будет интересно, как вам еще что в себе улучшить, какое еще бы себе платьюшко прикупить, или чтобы сегодня такого вкусненького милому сварить, да, там, или приготовить. А может быть, планы на викенды, на выходные, что мы будем делать. То есть у вас будет своя жизнь, но вот этой жизнью, да, вот от вас эта энергия идет, что у вас все хорошо. И бывший это тоже будет видеть или чувствовать, что у вас все хорошо. А у него не клеится. И поэтому будет к вам вот придираться. Что-то вы похорошели. И, кстати, сразу скажу вам, этот бывший, когда вы что-то в чем-то хорошеете, улучшаетесь или у вас получается, он начинает, вы знаете, в какой-то степени вас вот желать именно в душе, чтобы это испортилось, это не получилось. Здесь такие вот какие-то желание у человека кому-то, наоборот, насолить, когда он видит чей-то успех. И неважно, вы это или друг его, да, купил автомобиль, вот, а в душе он именно гнилой человек просто, этот мужик. Вот и все, бывший. Отстанет ли этот бывший? Отстанет ли он? Вообще, конечно, не всегда уже. Вы остановите ситуацию. Здесь показывает вас. Это от вас зависит. Как вы ему позволите, вот так оно и будет. А самое лучшее для вас, да, просто именно не выяснять ничего. Закрыть дверь и все. То есть заниматься своей жизнью. Не интересоваться его жизнью.